Я люблю свою религию, люблю свою общину, люблю мусульман. И знаю, что у мусульман наилучшие сердца и наилучшие качества. Но когда я смотрю на то, как мы живем, это разбивает мне сердце, когда я вижу, что мы оставили путь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Променяли лучший пример на что? На бандитскую жизнь. И я про себя думаю, когда это закончится? Когда мы, как община, встанем и проснемся, увидим, что мы не только себя разрушаем, не только бросаем тень на свою религию, но по сути мы убиваем друг друга. Мы буквально убиваем друг друга. За что? За что, я не понимаю. Почему? Потому что ты посмотрел «Лицо со шрамом» и захотел стать как он? Однажды я смотрел, как снимали этот фильм. Там сказали, что Аль Пачино даже не знал, как правильно держать автомат, и в итоге он обжег руку. А мы верим в этого персонажа. Даже Тупак Шакур, когда ему предложили роль мусульманина-бандита, он сказал, такого не бывает. Сыграть бандита, который был мусульманином. Такого вообще нет. Как можно быть одновременно мусульманином и бандитом? Тупак не приходил в эти районы. Панчбол, Бэнкстоун, Оунбурн, Гренвилл, Гринэйкер. Братья расхаживают с эго размером с горы. Вот один шейх сказал, это поразительно. Как человек, дважды прошедший через то место, откуда выходит моча, как после этого у человека может быть гордыня в сердце? Как? Я смотрю на молодых парней, 14, 15, 16 лет. Кто их вдохновляет? Не доктора и адвокаты, не шейхи и ученые. Бандиты! 15 лет, а у него уже татуировка. Начинается все безобидно. Начинается с татуировки с именем мамы, как мило. А потом он уже исколот с головы до пят. Пророк Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, проклял того, кто делает татуировку, и того, кому делают татуировку. Пророк Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, проклял их. Я не говорю о тех, кто покаялся. Пусть Аллах простит их. Но за какими вещами мы гоняемся? К чему стремимся? К этой бандитской жизни? Братья и сестры, думаете, это настоящее? Думаете, это жизнь? Аллах Субханаху ва Тааля говорит в Коране: а того, кто отвернется от моего поминания, того, кто отвернется от религии Аллаха Субханаху ва Тааля, кто выберет образ жизни иной, нежели тот, которым жил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах говорит, его ожидает тяжкая жизнь. Ты посмотрел пару фильмов, может, пару песен послушал, но ты не знаешь, какая настоящая жизнь этих людей. Это страдание, клянусь Аллахом. Вижу молодых братьев, которые ушли от матерей и отцов, оставили семьи. Почему? Ты продал свою семью за кого? За этих маленьких бандитов? Думаешь, эти люди друзья, ахи? Когда тебя посадят, увидишь, какие они на самом деле те друзья. Когда до стволов дело доходит, каждый за себя, братан, каждый за себя. Брат, я за тебя пулю словлю. Брат, присядь, перестань себя убивать. Нет, брат, он мой брат. Клянусь Аллахом, твой настоящий брат – это тот, кто призывает тебя уйти от харама. Единственный, кто тебе по-настоящему брат, это тот, кто призывает тебя к Аллаху Субханаху ва Тааля. А эти ходят, вредят друг другу, наезжают друг на друга. Приношу клятву Аллахом. Люди вредят, стреляют, режут, наезжают только на тех, о ком знают, что они не смогут дать ответку. Мы знаем, что они не дадут сдачи, поэтому всегда спрашивают, кто он, кто его братья, какие у него связи. А, он никто. Вот тогда достают стволы, ножи и типа машаллах. Ты трус, вот ты кто. Клянусь Аллахом, ты трус. Настоящий мужчина – это тот, кто служит этой общине. Это тот, кто помогает людям. Настоящий мужчина – это тот, кто помогает жене, служит Аллаху, служит его религии. А не тот, кто вредит, продает грязь. Мы живем жизнью, которая близка к жизни животных. Торгуем наркотой, отравляем общину, отравляем невинных людей. И ради чего все это? Чтоб в конце недели, в конце месяца попонтоваться, мол, смотрите, я на островах Греции, я там, я тут, пофоткаться. Клянусь Аллахом, для вас это несчастная жизнь. Вы живете несчастной жизнью, вы несчастливы. И вы знаете, что вы несчастливы. Но мы все равно это любим, любим имидж. Любим это. Теперь даже сестры. Клянусь Аллахом, теперь даже сестры. Все хотят иметь бывшего плохого парня. Хочешь бывшего плохого парня, сестра? Альхамдулилля, смотрите, у него пара татух. Но теперь он покаялся Аллаху, машаллах. Покаялся? Ладно. Но спустя 2-3 года в браке с тобой, сестра, твоего милого мужа, бывшего плохого парня, ушатают или убьют. Или узнаешь, что он тебе изменяет со своими бывшими. Вот пойдешь и остаток жизни проведешь в слезах. Клянусь Аллахом, братья, простите меня. Я расстроен, горит все внутри. Когда это прекратится?
Когда одумаемся? Когда вернемся к нашей религии и начнем скромную жизнь? Ведь, валлахи, как только ты попадешь в свою могилу, все твои друзья, машины, женщины, деньги, братан, уйдет все это. Все это уйдет. Это надо прекращать. Братья и сестры, подписывайтесь на канал.